Добрый день, новости на вашем канале НТС, в студии Джангулмырза Дуйшинбекова. 2 погибших и 10 пострадавших. Причиной этой трагедии стал снег, а точнее гигантские снежные массы, накрывшие жилые дома в селе Джаштилек Чоңалайского района Ошской области. По данным МЧС, ход лавины случился накануне примерно в 5:30 утра. 2 жилых дома в буквальном смысле были погребены под снегом. 10 человек вытащили сами сельчане. 2 детей спасти не удалось. Это ученик 4 класса Караматулло Ширматов и его младшая сестра Бактыгуль Ширматова. На месте ЧП работает более 30 спасателей МЧС. Направлен гуманитарный груз. Еще одной жертвой лавины стала жительница села Куджукелен сельского округа Папан. У девушки осталась 5-месячная дочь. Обильные снегопады, прошедшие на территории республики, стали причиной многочисленных снежных лавин, в том числе и на стратегической трассе Бишкек-Ош. Из-за введенных местами ограничений затруднено движение грузовых и пассажирских автомобилей. Выпал обильный снег, и сразу за осадками установилась плюсовая погода. Поэтому возникли новые угрозы снежных лавин в горных районах и автодорогах, соединяющих их с центрами областей. Мы активно информируем население об опасностях схода лавин через СМИ и через СМС-сообщения. Сильнейшие угрозы сохраняются на автодорогах Ош-Бишкек, Мырзаке-Каракульджа, Алабука-Канышкия, Красная Горка-Акташ, Казарман-Акталчат и прочие. Водителям рекомендуем соблюдать дистанцию в 500 метров или вовсе воздержаться от дальних поездок. На некоторых участках дорог идут очистительные работы. При каких обстоятельствах и по какой причине? Все детали аварии с участием сотрудника дипломатической миссии, повлекшей за собой смерть нашего гражданина, обещает выяснить и российское посольство. Собственное внутреннее расследование инициировали в диппредставительстве. Об этом сообщила его пресс-атташе Дарья Пахомова. ДТП с участием первого секретаря миссии Виктора Пухова произошло 16 февраля по дороге в аэропорт Манас. Столкновение зафиксировали камеры видеорегистраторов других машин. На записи видно, как внедорожник Toyota Prado с дипломатическими номерами выскочил на перекресток на красный свет и столкнулся с грузовиком марки Mercedes. Его водитель, 62-летний Евгений Лексин, уже позже скончался в больнице. Работник посольства также был госпитализирован с переломом таза. В российском посольстве пообещали оказать всю необходимую материальную помощь семье погибшего. Однако, по словам родственников Лексина, до сих пор к ним никто не обратился. По словам супруги Нелли Лексиной, она намерена подать заявление в милицию в отношении сотрудника российского посольства. Между тем, в МИД Кыргызстана был приглашен временный проверенный в делах России Алексей Мзариулов. Ему была вручена нота протеста. 17 февраля Министерство иностранных дел Кыргызской Республики был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации в Кыргызской Республике в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием автомашинного посольства Российской Федерации в Кыргызстане. В ходе встречи российской стороне была вручена нота Министерства иностранных дел Кыргызстана относительно необходимости оказания всемирного содействия кыргызским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП. Алмазбек Атамбаев сегодня принял руководителя своего аппарата Фарида Ниязова. Глава государства обсудил с ним вопросы подготовки к заседанию Национального совета по устойчивому развитию страны. На нем, как сообщается, рассмотрят предварительные результаты реализации текущей нацстратегии, которая заканчивается как раз в этом году. Кроме того, на предстоящем заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызстана предполагается затронуть разработку долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года. Наличие своеобразной дорожной карты, как подчеркнул президент, обусловлено необходимостью ориентиров для долгосрочного развития государства. МВД разработала новый план борьбы с организованной преступностью. Стратегия противодействия рассчитана на 4 года. Поводом для создания документов послужила сложная ситуация с ОПГ в стране. За последние 14 лет в Кыргызстане произошло около 90 заказных убийств. За 5 лет к ответственности удалось привлечь более 1000 членов оргпреступности. Вот только под стражей находится меньше 100 человек. Эксперты говорят, одной стратегии МВД для борьбы с организованной преступностью недостаточно. Необходима совместная работа всех ветвей власти. Игорь Потанин продолжит тему.
Криминогенная обстановка в стране требует жестких мер. МВД провело анализ организованной преступности и пришло к выводу, что концепцию борьбы пора менять. На общественное обсуждение внесен проект стратегии на 2017-2021 годы. Милиционеры надеются, что новый план поможет навести порядок в стране. Нынешние преступные сообщества многофункциональны и могут действовать в масштабе не только регионов, но и обретать форму транснациональной организованной преступности. Анализ поступающих оперативных сведений свидетельствует об усилении деятельности криминальных группировок в Российской Федерации, состоящих из выходцев Кыргызской Республики, которые занимаются вымогательствами и другими противоправными насильственными действиями в отношении наших соотечественников. Важнейшим условием для успешного противодействия организованной преступности является выработка государственной стратегии, где необходимо реализовать единственно правильный подход к противодействию организованной преступности, а именно объединить все силы и средства, привлекаемые на борьбу с этими видами преступности. А ситуация действительно непростая. За последние 15 лет в стране совершено около 90 заказных убийств. А привлечь к ответственности членов ОПГ практически невозможно. Только за последние несколько лет в стране задержаны более 1200 активных членов организованной преступности. Однако под стражей из них находятся сегодня только 95 человек. Одной из мер борьбы с преступностью должно стать ужесточение законодательства. Мы недавно только рассматривали контроль исполнения закона по борьбе с ОПГ и пришли к выводу, что этот закон не исполняется в течение 3,5 лет, как мы ее приняли, но до сих пор был поставлен на оперативно-превентивный учет судом только один член ОПГ. Получается, по этому закону у нас в стране только официально один член ОПГ. Я думаю, должна быть сильная политическая воля по борьбе с ОПГ. Вы помните, когда в 2010 году обещали, что все члены ОПГ или убегут за пределы Кыргызстана. Но мы в последнее время видим, что наоборот вернулись те, кто убежал. Правда, растягивать эту борьбу на 4 года нет никакого смысла, говорят эксперты. Все эти меры можно начать одним приказом и закончить в считанные месяцы. Правда, тут нужна жесткая позиция правительства, а ее пока нет. Для борьбы с оргпреступностью у нас есть два замечательных закона. Это прежде всего закон об органах внутренних дел, закон об оперативно-розыскной деятельности. Ну и, соответственно, главный закон – это Конституция. И выдумывать какие-то концепции, какие-то там еще вещи, это просто не следует. Достаточно приказа министра внутренних дел об усилении борьбы с оргпреступностью, конкретной персонификации, кто за это отвечает. А у нас есть уголовный розыск, у нас есть главное управление по борьбе с оргпреступностью, у нас есть главное следственное управление и так далее. Как МВД планирует реализовывать свою стратегию, неизвестно. Добиться каких-либо комментариев от правоохранительного ведомства на эту тему так и не получилось. Тут напрашивается только два вывода. Или в министерстве пока сами плохо понимают, как реализовывать эту стратегию, или все силы уже брошены на ее воплощение. И даже комментировать некому. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС. Найти китайское мясо на прилавках магазинов и рынков будет невозможно. Ввоз продукции животного происхождения из Китая был запрещен на неопределенное время. Об этом сообщили в Госветинспекции. Импортируемые продукты, в том числе мясо и яйца, пройдут проверку. Инспектирование проведут страны ЕАЭС на предмет качества продукции. Как сообщили в Госветинспекции, как только Китай даст добро, представители уполномоченных органов отправятся в КНР, после чего дадут заключение, будет ли или нет разрешен импорт мяса из КНР в ЕАЭС. По данным инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Кыргызстан из Китая в основном импортирует мясо птицы. Ежегодно в страну поступают около 18 тысяч тонн этого продукта. На этой неделе кыргызстанцев ждет дополнительный выходной. День защитника Отечества будет нерабочим. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития. Так, согласно Трудовому кодексу, 23 февраля является красным днем календаря. При этом пятница, 24 остается рабочим днем. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.